проверка по итогам 2014 года указывает, что в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, то есть 2013 годом, количество людей, занятых в бюджетной сфере, увеличилось на 376 человек. Причем именно в сфере образования увеличилось на 408 человек. Непонятно. То есть детей уменьшается, у нас количество бюджетных мест увеличивается. То есть обратно все идет все точно себе наоборот. Мы в прошлом году поднимали эту проблему, задавались вопросом руководителей счетной палаты для того, чтобы мы проанализировали сравнение хотя бы за прошедшие 6-7 лет, что же у нас происходит именно с этими показателями. Значит, у меня сейчас этих показателей под рукой нет. Предлагаю дополнительно запросить счетную палату, чтобы предоставили вот нам эти цифры в таблице в разрезе, сколько бюджетных людей задействовано за последние 6-7 лет. Также в этой таблице должны быть четко указаны особенности в сфере образования, сколько детей в те или иные годы было в тех или иных учреждениях. Значит, мы с вами, уважаемые коллеги, приняли постановление и указали, что исполком должен в двухмесячный срок предоставить четкую информацию, значит, в отношении этих нарушений предыдущим исполкомом. В то же время нынешний исполнительный комитет предлагает нам опять же утвердить подобные же цифры. Иван Ильич, можно, чтобы мы это понимали? Я извиняюсь. То есть берем мы цифру именно по численности задействованных людей в бюджетной сфере. Указано, что 6811 человек предлагается, рекомендуется исполкомом для того, чтобы мы утвердили по итогам бюджета в 2016 году. В то же время рекомендуемая численность ими же предлагается на 1200 человек практически меньше. То есть мы не понимаем, абсолютно не обращает внимания на проверку счетной палаты, где четко указано, что есть открытые явные нарушения. Я хочу вам зачитать небольшие цитаты из того, что написано именно в результате этой проверки. В результате по отношению к предыдущему году штатная численность установлена, это касательно сферы образования, установлено 376 единиц больше, в том числе по образованию, соответственно, 408 человек. В результате оптимизации общеобразовательных учреждений в связи с уменьшением количества учащихся она должна быть меньше. То есть мы так понимаем, что то, что я сказал вам ранее. Дальше здесь указывается, что значительно увеличено количество бюджетных мест именно в сфере исполнительном комитете в ряде управлений. Указано, что наличие значительного количества вакантных должностей позволило создавать искусственную экономию фонда оплаты труда, которая в проверяемом периоде использовалась на выплату премий в нарушении требований пункта 13. Единых условий оплаты труда работников бюджетной сферы, вследствие чего без учета оценки вклада каждого в достижение положительных конечных результатов были предоставлены просто премии в связи с праздниками. И здесь приводится пример. По управлению по делам молодежи и спорта в 2013 году вот на эти цели было направлено 165 тысяч премий. В 2014 году 150 тысяч. Значит, по управлению экономического развития в 2013 году направили на эти цели 244 тысячи премий, в 2014 году 266 тысяч. По управлению культуры 72 тысячи лей. Значит, мы не можем сегодня вслепую принимать бюджет, потому как я вам назвал цифры, которые указывают, что мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, есть ли там мертвые души. А если они есть, то их может быть просто много. Поэтому на прошлой неделе была инициатива нами высказана в Народном собрании на заседании, что нам нужна прозрачность. Для этого нам нужно видеть списки всех людей, задействованных в бюджетной сфере. И было предложение, чтобы мы с вами, я хотел бы, чтобы коллеги поддержали, чтобы мы обратились с инициативой в Народном собрании, я об этом говорил как в рекомендательной форме на прошлом заседании, чтобы Народное собрание обязало исполнительный комитет предоставить списки всех работников, задействованных в бюджетной сфере. И чтобы люди, задействованные в бюджетной сфере,
на тех же организациях списки были развешаны в видном месте, чтобы было все прозрачно, чтобы исключить элемент коррупции.